Сенсация в мире науки. В Коми готовится к созданию препарат для комплексной терапии острых ишемических нарушений мозгового кровообращения. Разработчик Институт химии Коми научного центра занимается исследованиями в этой области не первый год. На данный момент все на стадии доклинических исследований, испытаний на животных. Следующий этап на людях и уже потом производство. Об инновациях Ольга Коняева. Вот это вот получается ротор, и сейчас я упариваю растворитель при пониженном давлении. Четвертый год аспирант Ольга Сукрушева синтезирует молекулы в Институте химии. Заняла второе место на международной конференции. Выиграла грант в федеральном проекте «Умник». И очень кстати, химические исследования – удовольствие не из дешевых. На одну разработку уходят долгие годы и десятки миллионов рублей. Параллельно в институте ведут более 30 инновационных проектов, успешность которых зависит в том числе и от своевременного финансирования. Итогом примерно 10-летней нашей работы явилось то, что сегодня у нас один из наших препаратов, который имеет собственное название Дибарнол, оно зарегистрировано, это название, уже прошел доклинические испытания. Но сейчас мы надеемся заинтересовать и фармбизнес с тем, чтобы прошли клинические испытания, и это был как препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Следующий проект – инъекционная форма препарата для внутривенного введения. Сейчас в Институте фармакологии Томска его испробуют на животных. Там обнаружили, что лекарственное средство существенно увеличивает мозговой кровоток, регулирует вязкость крови. Это важные свойства для лечения ишемии, стенокардии, профилактики осложнений диабета. Аналога новому препарату на мировом фармрынке нет. Он основан на терпеноидах, источник которых – возобновляемое растительное сырье. Это главное конкурентное преимущество. Загружаем сырье растительное, заливаем экстрагентом необходимым. И проходит экстракция при небольшой температуре, при перемешивании. После проведения процесса экстракт выдавливается под давлением. И дальше мы уже используем его в зависимости от того, что нам необходимо. Или как готовый препарат, или дальше из него выделяем уже отдельные компоненты, отдельные фракции. В институте даже создали предприятие для небольшого производства выделенных веществ. Иначе никаких дальнейших исследований быть не может. Это установка для химического синтеза. Сюда в реактор загружают исходные реагенты, где после определенных реакций смесь поступает в колонну. Отсюда уже и выходит полупродукт, который после очистки используют для доклинических исследований. Если все получится, то в республике может появиться принципиально новая отрасль – фармацевтическая промышленность. Именно поэтому инновационный проект выиграл конкурс и получил более 2 миллионов. Деньги идут не на саму разработку, а на возмещение уже понесенных затрат. Что касается проектов региональных, то их количество на сегодняшний день, я бы так сказал, невелико, потому что понести существенные затраты, вложить существенные затраты на разработку именно в сфере инноваций могут позволить себе далеко не все организации. На сегодняшний день такими организациями являются институты Коми научного центра, это учебные, высшие учебные заведения и крупные транснациональные компании, работающие на региональном рынке. Институт химии работает уже 20 лет. За это время у ученых накопилось немало побед. Всем известен пихтовый препарат Верва для защиты растений. Теперь вот практически на финишной прямой лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Самой частой причиной преждевременного ухода из жизни – инвалидности во всем мире. Ольга Коняева, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.